эфире новости. Я и мои коллеги расскажу вам о самых заметных событиях к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главном. Акция по раздельному сбору мусора стартовала в эти минуты в столице. О мероприятии наш корреспондент расскажет с места событий. Сделать материнский капитал бессрочной программой предлагает Совет Федерации России. А наши мирнинские коллеги встретились с семьей, которая уже не одно поколение посвятила работе в Айхальском ГОКе. В республике зарегистрировано 22 лесных пожара, из них действующих 18. Общая площадь 792 тысячи гектаров на территории 11 районов. Отмечается, что 4 пожара локализовано в Алданском, Горном, Нюрбинском, Усть-Алданском районах. В тушение привлечено 510 человек. Это работники службы наземной охраны лесов, парашютисты и десантники пожарные, а также работники лесничества и местное население. Задымленность от пожаров привела к задержанию 8 рейсов. В частности, рейсы компаний «Полярной авиалинии», «Ир-Аэро» и «Якутия» не могут вылететь из столицы региона в населенные пункты Батагай, Сунтар, Нюрба и Жиганск. По состоянию на 14:30 25 числа у нас задержаны рейсы по маршруту Якутск-Батагай, и, соответственно, Батагай-Якутск за 24 и 25 число. Такая же ситуация у нас по Нюрбе. Задержано 2 рейса за 23 и 25 число. Рейсы у нас задержаны из-за высокой задымленности в аэропорту прибытия. Как только погодные условия будут позволять, авиакомпания выполнит. К другим темам. В Минтруде предложили сделать материнский капитал бессрочным. Ранее же в Совете Федерации рассчитывали, что программа будет продлена только до конца 2025 года. Но сейчас сенаторы активно обсуждают вопрос о бессрочности с министерствами и Государственной Думой. Что из этого выйдет, узнаем в конце года. В ведомстве также выступают за постоянную индексацию материнского капитала, чтобы не происходило 3-годовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле. Вернемся к новостям региона. В эти минуты акция по раздельному сбору отходов стартовала на площади Ленина в Якутске. Сейчас там находится наш корреспондент Андрей Мухоплев. Андрей, здравствуй. Чем важна акция и что может случиться в ближайшее время, если не ввести ее в повседневную жизнь уже сейчас? Здравствуй, Василий. Люди вместе, а сырье раздельно. С таким лозунгом начинается первая городская акция «Раздельный сбор». Каждый житель Якутска или же его гость может прийти и сдать специализированный мусор для вторичной переработки. А именно это батарейки, алюминиевые банки, картон, макулатуру и 5 видов пластика. Это способствует уменьшению количества отходов, которые закапываются на полигонах. Также мусор, который отравляет почву и воду. Организаторы выделяют особое внимание пластику, так как его 5 видов. После 5-7 переработок, в конце концов, он попадает на свалку, то есть на природу. Бутылки пластиковые, которые используются более 5-7 раз или же нагреваются, выделяют токсичные вещества, которые влияют пагубно на гормональный баланс человека. Василий? Я пришла на эту акцию, потому что меня вопрос экологии заботит не первый день. Я очень рада, что у нас в Якутске наконец тоже прогресс до нас дошел, и вот такие акции у нас проводятся. Я с удовольствием поэтому приняла участие, мы там собирали мусор. К сожалению, какие-то там виды пластика у нас еще не принимают, так что вот, не знаю, придется обычную мусорку сдавать. Хочу напомнить, что у нас в городе нет мусороперерабатывающего завода, но есть частные фирмы, которые занимаются переработкой именно пластика. Они используют данное вторичное сырье для производства тротуарной плитки. А некоторые индивидуальные предприниматели также организовывают сбор и увозят в близлежащие города, где имеются мусороперерабатывающие заводы. Хочу напомнить, что в июле проходит всемирное международное движение Plastic Free Jule, то есть перевод с английского июль без пластика. Его цель – сократить потребление одноразовых вещей, а лучше всего же от них отказаться. Эту кампанию придумали для того, чтобы люди обратили внимание, как сильно влияет засорение на планету Земля. Хочу напомнить еще, что данная акция продлится до 8 вечера, так что успевайте сдать и как-то принести вклад
для нашей земли. Василий? Ну что ж, Андрей, спасибо за информацию. Также хотелось бы призвать горожан активнее поучаствовать в акции, о которой сейчас и рассказал наш корреспондент Андрей Мухоплев. А мы двигаемся дальше. Вопросы улучшения обслуживания в ресторанах и предприятиях торговли обсуждают на полях 3-го республиканского форума предприятий торговли и общественного питания. Участники познакомятся с новыми правилами при найме работников-иностранцев, проектом новых санитарных требований, как проводить налоговую проверку и многое другое. Второй день форума посвящен семинарам и мастер-классам. Спикеры выступили с различными темами для предпринимателей, руководителей и владельцев бизнеса. И я буду рассказывать именно этапы. Тема моя называется «От идеи до воплощения». То есть как возникла идея открыть тот или иной ресторан. Потому что мы, допустим, открыли японский ресторан без японцев, грузинский ресторан без грузин. То есть есть общемировые тенденции, есть общероссийские тенденции. Вместе с цивилизацией приходят интересные вкусные блюда, приходят какие-то новые интересные тенденции, вырастает уровень обслуживания. А предпенсионеры обучаются новым современным профессиям. 9 образовательных организаций региона прошли квалификационный отбор и получили право проводить курсы для предпенсионеров по программам профессионального обучения по компетенциям WorldSkills. Курсы начались с июня. Сегодня же обсудили нюансы реализации данной программы с представителями WorldSkills Россия. Рассмотрели методики обучения, и 80% учебной программы должны занимать практические занятия. Что касается финансирования, обучение проходит за счет средств федерального бюджета. Выпускники после прохождения курсов получат рабочую профессию, а также скиллс-паспорта, то есть документы, подтверждающие уровень профессиональных компетенций. Программа рассчитана на 6 лет и реализуется в рамках национального проекта «Демография». Союз сделал специальную платформу, на которой может зарегистрироваться любой желающий слушатель на территории всей страны. Ему предлагается площадка, которая проводит обучение в его регионе по выбранной им компетенции. Это 50plus.worldskills.ru платформа. И там можно познакомиться со всем перечнем компетенций и всем перечнем площадок, которые работают по всей стране по стандартам WorldSkills. В компании «Алроса» трудится много трудовых династий. Не исключением стал и Айхальский ГОК, которому не одно поколение посвятила семья Наймановых. С ними встретилась и Оксана Мезенцева. Мобильная кислородоазотодобывающая станция. Здесь вырабатываются технические газы. Кислород и азот закачивают в баллоны и транспортируют в цеха Айхальского ГОК. Газы используют для проведения ремонтных работ. 21 год на предприятии трудится Петр Найманов. Начинал компрессорщиком, сегодня работает аппаратчиком. На рабочем месте Петр сосредоточен и внимателен. Следить нужно за каждым изменением в работе станции. Не забывать и про свою безопасность. Без соблюдения техники безопасности нельзя. Потому что все время у нас происходят все несчастные случаи, человеческий фактор. Несоблюдение правил, несоблюдение тех норм, которые вам нужно проделать в работе. 30 лет Петр Найманов живет и трудится в Айхале. Работа в «Алроса» привлекает стабильностью и заработной платы. Опыт работы на станции в разных профессиях передает молодому поколению, в том числе сыну. Александр вместе с отцом трудятся на одном участке. Ежедневно мы общаемся, ежедневно я могу где-то что-то им показать, подсказать. Ну и у нас и неплохой коллектив, очень хороший, дружный. Это, мне кажется, самый дружный из всех коллективов, которые находятся в поселке Айхал. Мобильная кислородоазотодобывающая станция современная, эксплуатируется на предприятии второй год. Петр Найманов быстро изучил возможности нового оборудования, процесс автоматизирован. Однако и работа оператора важна. Наш герой умело и быстро отслеживает неточности в параметрах и контролирует работу станции. Работаю примерно с 2012-2013 года. Хороший, отзывчивый, передает очень большой опыт по работе по станциям. Скромно побеседовав с нами, Петр поспешил на рабочее место. Погодные условия требовали постоянного контроля за оборудованием. В небольшом коллективе цеха нашего героя ценят. Петр Найманов, ветеран акционерной компании «Алроса», за годы работы в цехе получал благодарности от руководства и правкома. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». А к этому часу у нас вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в следующих вечерних выпусках новостей.